Власть является властью, пока верят, что она ею является. Это главная, вот, так сказать, мистическая сердцевина нашей очень рациональной политической науки. Мы ее называем легитимностью. Надо же как-то называть, чтобы не так страшно было. Но никто не знает, скажу я вам как большой политолог, почему одни люди приказывают, а другие выполняют приказы. Вот, это цікавая фраза от доброй русской Екатерины Шульман. Призадумайтесь, товарищи, чему вы подпорядковываетесь системе? Спробовали ли вы хоть раз не сплачивать штрафы ці податки? Дерзить. Я ось спробовал. Неудало, але досвід корисний. Коли вже сильно притискали, то довелося сплачувати. Вось. А коли нас было б не один я, а, наприклад, багато, 1000, 2, 4, 5, паўмільёны, вось гэта іншая справа. Чаму люди падпарадкоўваюцца дзяржаве? У мяне адзіны адказ на гэтае пытанне, таму што ў дзяржавы ёсць манаполія на гвалт. Але калі сіметрычна адказваць дзяржаве, як Прыгожин калісьці, у яго таксама была манаполія на гвалт, то атрымоўваецца цікавая рэч. І ў меня да вас пытанне, ці згодныя вы змагацца такім метадам, як гвалт на гвалт? А добро ж, вы ведаеце, перамагае. Вось хто пераможа, той будзе і добро. Такая дилемма. Потому что они считают в моменте, что так положено. Почему они так считают? Почему они начинают так считать? И почему они перестают так считать? Аристотель одно говорил по этому поводу. Макс Вебер учил нас 3 основам легитимации. Карл Шмидт говорил свое. В общем, каждый говорил свое. Хабермас, покойник, тоже имел свои на этот счет мнения. Что делает власть властью? Наш самый лучший ответ – вера в то, что она является таковой. Представляете, какой ответ замечательный, да? Опять же, откуда берется эта вера и куда она уходит? Нам неведомо. Но наступает какой-то момент, когда вдруг как-то вот все понимают, что вот это вот уже не.